بسم الله الرحمن الرحيم. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного, хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Аллаха, Его посланнику Мухаммаду, Его семье и сподвижникам. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие братья и сестры, приветствую вас на нашей передаче «Ислам и жизнь». Сегодня оказал нам честь своим благословенным присутствием уважаемый гость, шейх Хабиб Али Зейнуль Абидин Джифри. Приветствуем вас, уважаемый шейх, да вознаградит вас Аллах благом. Да почтит и благословит вас Аллах, и да вознаградит Он вас благом за теплый прием. Да благословит вас Аллах и добро пожаловать на землю, которая любит таких, как вы, добрых, справедливых и праведных людей, и да вознаградит вас Аллах всеми благами. Поистине, жители республики любят то, что связано с наследством пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Мы просим Аллаха, чтобы Он сделал нас лучше, чем они думают. Вы и подобные вам показывают нам правильный образ пророческих нравов. Мы просим у Всевышнего Аллаха, чтобы Он даровал нам благодать вашего присутствия на этой благословенной передаче. Пусть Аллах сделает нас и всех слушателей такими, как упомянул ты. Уважаемый шейх, мусульманский мир ежегодно празднует день рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Некоторые из наших молодых людей по-прежнему сомневаются по поводу законности празднования дня, в котором родился пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Окажите нам милость и честь с вашей щедростью и знанием, разъяснив суть этого разговора. Хвала Аллаху, мир и благословение любимому и избранному пророку, его семье, сподвижникам и тем, кто последовал по его пути. Поистине, празднование дня его рождения, да благословит его Аллах и приветствует, является деянием, в котором содержится много сунн и благородные шариатские цели. Что касается основы всего этого, то есть выделение благородного дня его рождения, придающего ему ценность по отношению других дней. Это его пост, да благословит его Аллах и приветствует, в этот день, как свидетельствует этому достоверный хадис, переданный Муслимом и другими. Когда пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили о его посте в понедельник, он сказал: «Это день, когда я родился». Есть другой хадис о посте по понедельникам и четвергам, в котором он сказал: «Деяния людей представляются Аллаху в эти дни, в понедельник и четверг». Если взять именно понедельник, то с ним связана мудрость поста, так как в этот день родился пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Отличительная основа дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не ограничивается только на его ежегодном праздновании, а обновляется и повторяется в каждую неделю. Это то, что касается основы. Добавьте к этому то, что связь между днями рождения любимых и днями всемогущего Аллаха ясно проявляется в Священном Коране. Если поразмыслить над книгой Аллаха, вы увидите, что Коран напрямую упоминает дни рождения трех любимцев. Первый — это наш господин Муса, мир ему. Второй — наша госпожа Марьям. И третий — наш господин Иса, мир ему. В Коране приводятся слова Исы, мир ему. «Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни». Это то, что касается отличительной основы и значимости дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Второй вопрос в том, что у благородного дня рождения есть особенности, изложенные в книгах Сунны. Если посмотреть книги Сунны, где описывается биография и достоинство пророка, да благословит его Аллах и приветствует, можно найти много достоверных, хороших и слабых сведений. Мы найдем, что в ночь рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, произошло много знамений. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я мольба моего отца Ибрахима, радостная весть обо мне, переданная моим братом Исой, и видение моей матери. Также и у матерей пророка были видения. Поистине, когда моя мать родила меня, она видела свет, исходящий от нее». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выделил весть о своем благословенном дне рождения.
Шифа, мать Абдурахмана бин Ауф, да будет доволен ими Аллах, которую осчастливил Аллах, сделав ее той, которая приняла роды и взяла в руки пророка, да благословит его Аллах и приветствует в момент его рождения, рассказала о знамениях во время его благословенного рождения. Она рассказала, что он оперся на свои руки и чихнул, и она услышала, как кто-то сказал: «Да смилуется над тобой Аллах». Затем она перечислила ряд знамений, которые появились в ночь его благословенного рождения. Все идолы вокруг и внутри Каабы, которые были прочно закреплены свинцовыми и медными креплениями, а их было около 360, рухнули на землю. Люди проснулись и увидели, что все идолы рухнули, несмотря на то, что Всевышний Аллах знает, что их возвратят и снова установят на второй день. Почему произошло это знамение? В этом было извещение того, что с рождением пророка, да благословит его Аллах и приветствует, явилась истина. Давайте вернемся к тому, что включает в себе празднование благословенного дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в каждой стране исламского мира, не только в Чечне, но и от Индонезии до Марокко, во всех странах исламского мира, даже в двух святынях Мекке и Медине, несмотря на официальный запрет на это. Люди садятся и читают священный Коран, поминают особые качества пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Присутствующие многократно произносят салават пророку, да благословит его Аллах и приветствует, восхваляют его в стихах, распевая нашиды. А ученый, который также принимает участие, читает людям проповедь, напоминает им о Всевышнем Аллахе, а затем они совершают маулид чтением дуа. Давайте посмотрим, что запретного в этих вещах, что является новшеством в этих вещах. Разве чтение Корана является новшеством? Разве произнесение салавата пророку, да благословит его Аллах и приветствует, является новшеством? В Коране говорится: «Поистине Аллах и Его ангелы благословляют пророка. О вы, которые уверовали, благословляйте пророка и приветствуйте его искренним приветствием». Некоторые говорят, что в этом аяте имеется в виду произнесение салавата каждого в отдельности, а не коллективно. Если вы хотите цепляться за буквальное значение текста, то вы ошибаетесь, потому что Всевышний Аллах говорит: «О вы, которые уверовали, благословляйте», а не сказал: «Благословляйте каждый из вас в отдельности». Чтение нашидов, восхваляющих пророка, да благословит его Аллах и приветствует, это то, что происходило в его присутствии. Достоверно известно, что когда Кааб бин Зухайр с закрытым лицом пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и спросил: «О посланник Аллаха, если бы Кааб бин Зухайр пришел бы к тебе с покаянием, ты принял бы это от него?» Он ответил: «Да». Тогда Кааб, сняв покрывало с лица, произнес: «Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха». И добавил: «О посланник Аллаха, разреши мне восхвалять тебя». И начал восхвалять пророка, да благословит его Аллах и приветствует, стихами, известными как бурда. В этом нашиде есть слова: «Поистине посланник Аллаха Нур». Но некоторые люди были против того, чтобы сказать эти слова, хотя Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Пришел к вам от Аллаха Нур». Ряд толкователей Корана говорят, что под словом «Нур» в этом аяте подразумевается пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Кааб бин Зухайр продолжил: «Поистине посланник Аллаха Нур, который освещает. Он обнаженный прочный меч из мечей Индии. Индийские мечи славились своей прочностью. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поправляя его, сказал: из мечей Аллаха». После этого Кааб бин Зухайр прочитал: «Поистине посланник Аллаха Нур, который освещает. Он обнаженный прочный меч из мечей Аллаха». И тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, накинул на него свою накидку, бурду. Поэтому эти стихи носят название бурда. Хасан бин Сабит сочинил стихи по восхвалению пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В одном из них приводятся следующие слова: «Не видел красивее тебя никто, лучше тебя не родила мать. Ты рожден без каких-либо недостатков, как будто ты рожден, как ты хотел». Имам бин Саидин Нас написал книгу под названием «Минахуль Мидах», в котором собрал имена 119 или 129 асхабов, сочинивших стихи по восхвалению пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Женщина дала обет, что если пророк, да благословит его Аллах и приветствует, по воле Аллаха вернется с войны здоровым и невредимым, то она будет бить в тамбурин над головой пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
невредимым вернулся с войны, она пришла к нему и сказала: «О посланник Аллаха, я дала обет, если Аллах вернет тебя невредимым, то буду бить в тамбурин над твоей головой». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ты дала обет?» Она сказала: «Да». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Выполни свое обещание». Женщина стала бить в тамбурин в присутствии лучшего из созданий, да благословит его Аллах и приветствует. Ученые говорят, что обет связан только с повиновением, обет не связан с одобряемым. Тогда почему пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал этой женщине: «Выполни обет», хотя битье в тамбурин является дозволенным, а не повиновением, приближающим к довольству Аллаха, и не является поклонением. Если некий человек дает обет, что если его сын сдаст экзамен, то он выпьет сок, такой обет недействителен. Ученые говорят, что битье в тамбурин — одобряемое действие, но если сопровождается радостью и любовью к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, то оно переходит в степень повиновения. Намерение этой женщины перешло в степень повиновения, и для нее стало обязательным ваджибом выполнить свой обет. К сожалению, некоторые молодые люди повторяют слова пророка: «Не восхваляйте меня так, как восхваляют христиане Ису бин Марьям, но говорите: раб Аллаха и его посланник». Вопрос: как восхваляют христиане Ису? Они говорят, что он Бог, Сын Божий. Слышал ли кто-нибудь, что во время Мавлида кто-то говорил: «О Аллах, благослови Мухаммада, сына Аллаха»? Нет никого, кто бы так говорил. А все, кроме этого, не является превышением восхваления пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Здесь вопрос, о шейх Адам. В умах некоторых людей утвердились сомнения. Что же это за сомнения? Они боятся совершить ширк, если будут сильно восхвалять пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Они предостерегают от большого количества слов по восхвалению пророка, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы любовь к нему не достигла любви к Аллаху, не совершить этим самым ширк. Не излишествуйте восхваление пророка, да благословит его Аллах и приветствует, говорят они. Это допускалось при его жизни, а не после смерти. Они говорят это, как будто пророк, да благословит его Аллах и приветствует, может явиться мостом к совершению ширка. Такие сомнения и мысли есть только в заблудших умах тех, кто распространяет это. Во-первых, как бы мы сильно не восхваляли пророка, да благословит его Аллах и приветствует, мы не сумеем в полной мере сделать это. Не уверует из вас никто, пока не полюбит его больше самого себя. Как бы сильно мы не восхваляли пророка, мы не достигнем того восхваления, которым восхвалил его Аллах в Коране. Воистину, те, которые присягают в верности тебе, присягают только в верности Аллаху. Как можно восхвалять пророка, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы достичь этой степени? Поэтому закроем путь этим сомнениям. В Мавлиде ученые читают проповедь, знакомят присутствующих с исламом, и они тем самым очищаются от грехов, а после этого делают дуа. Есть ли у вас в Чеченской Республике другое, кроме того, что мы упомянули? Конечно, нет. Кто может сказать, что какое-либо из действий, совершаемых в Мавлиде, не является сунной? Подумайте над этим, молодые люди. Они говорят, что каждое из этих действий является сунной, но собрать их в единое является новшеством. Субханаллах. Как, например, если спросить одного: «Что скажешь о моркови?», то он скажет: «Морковь — хороший овощ». А спросить об огурцах: «Огурцы полезны для желудка». А как насчет латука? Это отличный овощ. А когда его спросят: «Каково твое мнение о салате из этих овощей?», он ответит: «Это плохое блюдо». Это от слабости ума и потери разума. Вдобавок к этому, те, кто постоянно повторяют нам бид'а, новшество, что подразумевается под словом бид'а. Если они под этим подразумевают все, что не было во времена пророка, то вся наша современная жизнь, эти видеокамеры, передающие мое изображение, является новшеством. Этот телевизор и микрофон — новшество? Ведь это все не было во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует. في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لا حتى من الأصل أنت أخذت الشيء الذي أقصده لمحته. سيأتي يقول لك Они отвечают: нет, мы подразумеваем под новшеством заблуждение в религии, а то, что вы перечислили, вопросы жизнедеятельности. В хадисе говорится: каждое нововведение — заблуждение, но не говорится, что каждое нововведение, связанное с религией, — заблуждение. Если ты хочешь сказать, что все нововведения — заблуждения, то есть нет разделения в нововведении, религиозное и обыденное, получается, все, что мы используем в современности, машины, самолеты, видеокамеры, запретны, а не только нововведения, связанные с религией.
Мы отвечаем, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе: кто ввел в это наше дело новшество, не относящееся к нему, будет отвергнуто. Это означает, тот, кто внес в это наше дело то, что относится к религии, это не будет отвергнуто. Тогда вы принимаете делимость новшества и не упорствуете на всеобъемлемости в словах «каждое новшество». Это то, что сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в другом хадисе. Тот, кто внесет в ислам хорошую сунну, получит награду за это, а также награду тех, кто станет придерживаться этой сунны после него, что не уменьшит их собственных наград ни на йоту. Тот же, кто внесет в ислам плохую сунну, нововведение, понесет на себе как бремя самого этого греха, так и бремя грехов тех, кто станет придерживаться этой сунны после него, что не уменьшит бремени их собственных грехов ни на йоту. Они говорят, что под этой сунной подразумевается возрождение былой сунны. Хорошо, а что сделать со второй частью хадиса? Разве у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, была плохая сунна? Да простит нас Аллах. В чем причина данного хадиса? Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел людей, нуждающихся в пище, и призвал к благотворительности, люди стали приносить пищу, другие деньги, а другие одежду. Они сделали отдельные кучки для каждого вида пожертвования. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: тот, кто внесет в ислам хорошую сунну. Это вопрос, касающийся пожертвования, и он из религии. Оставим все это. Если мы пойдем по их ложному пути, согласно которому все, что связано с религией, и не делал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и их последователи, является заблуждением, а каждое заблуждение в аду. Не так ли? Хорошо. В двух священных мечетях в Мекке и в Медине в каждом году в месяц Рамадан совершают намазы таравих в 20 ракатов. И это достоверно от халифа Умара, да будет доволен им Аллах. Является ли подтвержденным, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, или Абу Бакр, или Умар, или Усман, или Али, или другие сподвижники, или те, кто последовал за ними в первые 3 века, которых упомянул пророк, да благословит его Аллах и приветствует, что они лучшие века, что они полностью прочитывали Коран в намаз таравих. Нет подтверждения тому, что они полностью прочитывали Коран, подобно тому, как это существует сейчас в главных мечетях Мекки и Медины. И то, что делает имам в последнем ракате намаза после окончания чтения Корана, читая длительное дуа, это тоже является нововведением. Если следовать их логике, то тот, кто совершает намаз таравих в месяце Рамадан и прочитывает весь Коран, попадет в ад. Да сохранит нас Аллах. Разве тот, кто восхваляет пророка, да благословит его Аллах и приветствует, попадет в ад? Да убережет нас Аллах. Где же решение? Имам Байхаки по достоверной цепочке передает, что имам Шафии, да смилуется над ним Аллах, сказал: одобряемое нововведение имеет 2 условия. Первое — чтобы оно имело основу в религии. Второе, чтобы оно не противоречило шариату. Что является основой в Мавлиде? Радость пророку, да благословит его Аллах и приветствует, как сказано в Коране. Скажи, это милость и милосердие Аллаха. Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают. Давайте посмотрим, кто заложил основу Мавлида, правители или имамы мусульман. В исламском мире существует много известных книг по Мавлиду. Один из первых, кто написал книгу о Мавлиде, это имам Хафиз Насируддин Димашки, который подарил ее королю Музаффару, являющемуся зятем Салахуддина Аюби. Музаффар прославился тем, что он ни разу не потерпел поражения в бою, был самым щедрым и самым любящим пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В день рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он раздавал пищу, собирал ученых и проповедников, чтецов Корана и исполнителей нашидов. Тем самым создавалось большое впечатление. Приносил в жертву десятки тысяч голов скота, чтобы накормить бедных и нуждающихся.
Имам Хафиз ибн Касир тоже написал книгу о благословенном Мавлиде. 30 имамов написали книги о Мавлиде. Некоторые из них разъясняли, некоторые писали о доказательствах разрешения Мавлида, такие как имам Хафиз Суюти в своей книге под названием «Хуснуль Максид фи Амалиль Мавлид». Это то, что говорят признанные ученые. После всех этих подтверждений нам следует подумать о другом. О шейх Адам, о молодые люди, разве мы дошли до такой степени морального падения и отчужденности, что мы спрашиваем друг друга, достоин ли пророк, да благословит его Аллах и приветствует того, чтобы мы радовались его рождению? Что это за мысли, которые заставили меня четверть часа доказывать людям, что тот, кто сказал «О мой Господь, благослови Мухаммада», не войдет в ад? Что за обольщение, в которое мы впали? Мы радуемся рождению пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Но собрания для празднования происходят не только в Чечне, а во всем исламском мире, от Индонезии до Марокко. Сейчас мусульмане в Америке, Европе, Австралии и в других государствах мира организовывают много собраний для благословения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Добавьте к этому то, что на этих собраниях возрождают его сунну, нравственность, путь и правдивость в сочетании с радостью и любовью. Да благословит вас Аллах, уважаемый Хабиб Али. Они охвачены сильным сомнением, за которое они цепляются. Они говорят нам, почему благородные сподвижники не отмечали именно этот день. Они ведь были лучшими из людей после посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Почему они ежегодно не праздновали этот день, как празднуют его народы Чечни, Дагестана, Ингушетии и весь исламский мир, кроме этих людей? Ведь сподвижники не основывали школу хафизов. Тогда надо убрать школу хафизов. Сподвижники не заканчивали Коран полностью в намазах таравих. Тогда надо убрать намазы таравих. Сподвижники не распространяли религию микрофонами, телевизорами, что становится запретным. Все эти мирские средства, которые используются в религии как микрофон во время азана, являются самим поклонением. Если сказать, что все, что они сделали сподвижники, становится неприемлемым, то многие дела, служащие религии, именно такие. Ладно, тогда сподвижники не сражались на пути Аллаха пулеметами, пистолетами, а мечами и кинжалами. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Приготовьте против них сколько можете силы». Значит, в данном вопросе есть облегчение, и поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кто внесет в ислам хорошую сунну». По этому поводу ученые ислама говорят, что оставление чего-либо без соответствующего довода на это не относится к законодательству. Это означает, что оставление пророком, да благословит его Аллах и приветствует, чего-либо, а также его сподвижниками и их последователями, не относится к законодательству. Если оставление сопровождается тем, что дает понятие предостережения, то нельзя это делать. Сподвижники праздновали каждый миг, проведенный с пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Когда Абу Бакр Сиддик, да будет доволен им Аллах, поднимался на кафедру и проводил проповедь во время своего правления, он упоминал пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и плакал, и не мог завершить свое выступление. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, жил в их сердцах, телах, в дыхании и в каждом мгновении их жизни. Мир сегодня пленил нас. Люди озабочены мирскими делами. Если спросить детей имена артистов, звезд футбола, то мы найдем их знающими наизусть их имена и даже номера. Мы не упрекаем любителей футбола. Футбол не является запрещенным. Однако, если их спросить имена 5 отцов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, или имена его дочерей, или когда он родился, каким было его рождение, или где он родился, куда он переселился, многие из них не смогут ответить. Это первая информация, которую знали дети в прошлом. А сейчас мы находим молодежь в университетах и в других высших учебных заведениях, не знающие это. Мы нуждаемся в этой науке.
Да благословит вас Аллах, уважаемый. Маулид, который известен в Чечне, это тот маулид, который даровал нам Хабиб Хусейн Джамалул-Лейль из Мекки. Да смилуется над ним Аллах. Расскажите нам вкратце про этого уважаемого шейха. Это большой ученый из потомков имама Джамалул-Лейль Мухаммада бин Хасан, из потомков Али. Его прадед имам Мухаммад Мухаджир бин Иса бин Мухаммад бин Али бин Джафар Садык бин Мухаммад Бакир бин Али бин Хусейн, сын Али и Фатимы, дочери посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Дедушка этого имама был известным. Это имам Джамалул-Лейль Мухаммад бин Хасан. Его прозвали Джамалул-Лейлом, ночной верблюд, из-за того, что его дедушка ночью рыдал, поминая Аллаха, как ревет верблюд. Однажды ночью, когда он читал Коран, один из его учеников проходил мимо его дома и услышал его плач, повторяя слова Всевышнего Аллаха. Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, милостивый одарит любовью. Потом он умолкал и заново повторял те же слова. Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, милостивый одарит любовью. Затем повторял слова «одарит любовью», одарит любовью, и так до самого рассвета. Когда прозвучал азан, этот ученик пошел в мечеть. После утреннего намаза ученик сказал: «О мой господин, прошлой ночью я проходил мимо вашего дома и услышал, как вы повторяли до самого утра слова «одарит любовью, одарит любовью». Шейх сказал: «Ты это слышал? Не разглашай и не говори никому, пока я жив». Когда я читал слова Всевышнего Аллаха, тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, милостивый одарит любовью. Мое сердце почувствовало вкус той любви. Меня удивил этот вкус, и я стал повторять эти слова, желая вкусить его еще раз. И Аллах дал мне вкусить этот вкус любви больше, чем в первый раз. Я стал повторять эти слова до самого утра, наслаждаясь божественной любовью. Этот имам является потомком того Джамалул-Лейля. Он жил в Мекке, был известным ученым, праведным человеком, познавшим Аллаха. У него учились жители Чечни, и им он подарил этот почтенный мавлид. Вы посетили маулид в Чеченской Республике и услышали нашиды, посвященные пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Заметили вы какое-либо отличие чеченских исполнителей нашидов от наших братьев из арабских стран? Субханаллах, не одно, а много отличий. На меня произвело очень глубокое впечатление исполнение чеченцами нашидов. Во-первых, они своим исполнением нашида передают состояние своих сердец, душ, и ты чувствуешь, что они живут тем смыслом нашида, хотя, возможно, они не понимают смысла некоторых арабских слов. Во-вторых, голос вокалиста, который выглядит как стон, заставляет сердце биться по-новому. И это приводит тебя в восхищение. Как я упоминал тебе, когда была опубликована в интернете наша встреча с главой Чеченской Республики в его мечети на утреннем намазе. В начале этой встречи молодые люди исполнили небольшой отрывок нашида на чеченском языке. Многие комментаторы стали спрашивать, где найти этот замечательный нашид, который так сильно повлиял на них. Маша Аллах, да увеличит вам Аллах вознаграждение. Я уверен, что вы по воле Аллаха не оставили для любящего пророка, да благословит его Аллах и приветствует мусульманина, который хочет следовать пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Во всех условиях и нравах никаких сомнений в дозволенности празднования дня рождения Господина Вселенной, да благословит его Аллах и приветствует. خلاص هذه الأدلة وسمعناها وجئنا بها وهناك كتب ألفت ولعلكم ترجمتم بعضها انتهينا من حيث التقرير بقي شيء آخر.
Один из нас, когда в жизни дорогого нам человека происходит какое-либо радостное событие, старается выразить ему свою радость. Так муж, чтобы обрадовать жену, напоминает ей день свадьбы. Отец хочет обрадовать сына, напоминая ему день его рождения. Друг хочет обрадовать своего друга поздравлением с годовщиной занятия новой должности. Каждый человек, любящий другого человека, должен выразить ее посредством того, что связано с этим человеком. Проходит священный месяц рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а тебе даже в голову не приходит сказать благословение и мир тебе. О мой господин, о посланник Аллаха, ты ощущаешь значение связи с ним, когда радуешься дню рождения пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Наши предшественники не ограничивались чтением Мавлида один раз в году. Наоборот, они читали Мавлид в каждую пятничную ночь. В Мавлиде читается салават пророку. Да благословит его Аллах и приветствует. Это до сих пор продолжается во многих странах исламского мира. Если кто-то построит новый дом, или родится ребенок, или кто-то женится, читается Мавлид. Этим они связывают всю свою жизнь с пророком. Из всего этого все стало ясно, как сказал уважаемый шейх Адам. Давайте перейдем к следующему вопросу. Какие ощущения ты испытываешь от чтения Мавлида? Чем ты обрадуешь посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Какую вредную привычку, которую не любит пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ты готов оставить в этом году и последующих годах? Что нового ты добавишь к своим благим деяниям? Насколько хорошо ты изучил биографию пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Показал ли ты высокий пример пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в своих взаимоотношениях с окружающими людьми, из числа тех, кто не знает пророка, но знает, что ты следуешь его примеру. Этим своим примером ты поможешь людям узнать истинный образ пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Мы хотим перейти от вопроса о дозволенности чтения Мавлида к вопросу, как читать Мавлид, как его совершенствовать. Было потрачено много времени в спорах о правомерности чтения Мавлида. Этого достаточно. Мы будем действовать. Однако, как совершенствовать наши действия, как связать наши сердца с пророком? Молодые люди теряют года, споря о правомерности Мавлида, в то время как другие давно решили этот спор. Те, кто совершает салаваты пророку, да благословит его Аллах и приветствует, они возрождают его сунну, служат его умме, совершают добро и совершенствуют свои деяния. И Аллах благоволит к ним видением пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Бухари и другие передали хадис: «Тот, кто видел меня во сне, как будто видел меня наяву. Поистине, шайтан не может принять мой облик». Этим он, да благословит его Аллах и приветствует, побуждает нас видеть его. А ты еще стоишь на месте, обсуждаешь, читать ли Мавлид или нет. Люди полюбили его. Есть те, кто видел пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Не теряй время, действуй. Сделай следующий шаг. Мы просим Аллаха благословения не только для чеченского народа, но и для всех исламских народов России и всего мира. Да благословит вас Аллах, да воздаст вам Аллах огромным благом. Да благословит Аллах эту страну и хранит ее от всех бед. Да благословит Аллах ваш благочестивый народ, любящий пророка. Да благословит его Аллах и приветствует также вашего главу и государства. Да благословит вас Аллах, и мы благодарим каждого слушателя этой благой программы. Просим вас читать дуа за нашего уважаемого гостя, а также мне, который пытался служить ему, и вам в этом скромном деле. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бисмиллахир рахманир рахим.